Это новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Праздник олицетворяет весну и несет новые надежды. Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Они не только воспитывают детей, создают в домах тепло и уют, согревают родных и близких бесконечной любовью, но еще и проявляют свой талант и способности на профессиональном поприще, говорится в сообщении. По данным Минтруда России, женщины чаще занимают руководящие должности в административном, гостиничном и корпоративном секторах. Женщины составляют 84% среди специалистов высшего уровня квалификации в сфере бизнеса и администрирования, 78% среди руководителей гостиничного и ресторанного бизнеса, 63% среди управляющих в корпоративном секторе и 48% среди специалистов высшего уровня квалификации в области науки и техники, рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, общий уровень занятости женщин в России составляет более 63%. Шахтеры, маркшейдеры, кочегары, сантехники, таксисты и другие – это не весь список неженских профессий, в которых трудится сегодня женская половина нашей республики. В нашем регионе, в том числе и в столице, есть девушки и женщины, которые с легкостью справляются с мужской профессией. Об одной из таких специальностей и об ее героинях пойдет речь в следующем сюжете. Две коллеги, две подружки. Татьяна и Наталья – специалисты компании «Якутскэнерго». Работают в Якутской ГРЭС крановщицами. Сегодня они вдвоем вышли на смену. Перед сменой обязательно чай с конфетами. На работе находимся большую часть времени. Работа у нас посменная. Соответственно, если два человека у нас в смене работает, значит, мы ходим на краны и работаем посменно. Один человек поработал, потом идет, сменяется, идет другой. Татьяна на дежурство вступила первая. В эти дни в Якутской ГРЭС начались ремонтные работы. Они здесь главные помощницы. Задача крановщиц – помогать мастерам поднимать тяжелые турбинные установки. Все подъемы грузов, перемещение груза – это все краном. Поэтому работа обычно, какую делает кран – поднять, перевести. Сначала разбираем, потом собираем. Как отмечают коллеги по цеху, а это в основном мужчины, наши героини справляются со своей задачей даже лучше, чем сильная половина. Вообще-то профессия это, я не скажу, что совсем женская, но женщины справляются совсем не хуже, чем мужчины с этой профессией. Я очень много видел, как работают мужчины, но женщины работают как-то по-особенному. Даже можно сказать, каким-то изяществом. У них это красиво получается, нежели у мужчин. Женщина, как и во всем коллективе, здесь держит дисциплину. Иногда бывают моменты, когда ругают мужчин, но это лишь по рабочим моментам. Нормально взаимоотношения, никогда не ругаемся. Но бывает, по работе что-нибудь выведут, можно поругать, так скажем, мягко. Но это в основном редко бывает, а так люди понятливые. Сегодня в Якутской ГРЭС работает более 450 человек. Из них 92 – это женщины. Наши женщины трудятся практически во всех структурных подразделениях, начиная от конторы до производственных цехов. Работники, женщины у нас самые ответственные, самые надежные. На них можно всегда положиться. И зачастую они показывают результаты лучше, чем мужчин. Отмечая первый весенний праздник, сильная половина Якутской ГРЭС от всей души поздравляет своих девушек, женщин с этим знаменательным днем и желает им всего самого хорошего, светлого и чистого. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня весь мир отмечает Международный женский день. Тем временем многие представительницы прекрасной половины человечества продолжают осваивать далеко не женские профессии. Татьяна Васильева из Уснеры кочегаром работает вот уже 19 лет. Подробнее о сильной женщине расскажет Светлана Поцелуева. Мы привыкли, что практически все профессии делятся на мужские и женские. Исключительно мужскими принято считать те, что связаны с тяжелыми физическими нагрузками и высокой вредностью. Знакомьтесь, Татьяна Леонидовна Васильева. Лицо, говорю, сажей намазать, говорю, по поселку ходить, чтобы все знали, что я в котельной работаю.
Профессия – горный техник, совсем не женская. В 80-х годах работала электриком шахты «Маршальская», а с 2000-го, вот уже 19 лет, кочегар в ЗАО «Западная». Где женщины не справляются, везде справляются с работой. Тяжело, конечно, не сказать, что легко. Ну, ничего, справляемся. А как ваш муж относится к тому, что у вас такая не женская работа? Нормально. Мы вместе работаем, он слесарем здесь работает. Глядя на эту симпатичную, оптимистичную женщину, легко представляешь ее в легком платье или деловом костюме. Режим работы кочегара, как у старателя, 12 через 12. Когда я смотрела свою по штату и очень удивилась, конечно, что кочегаром работает женщина. Но когда я первый раз увидела Татьяну Леонидовну, я была приятно удивлена в том, что такая женщина в расцвете сил очень выглядит и вот справляется с такой мужской работой. Ответственность огромная. Кроме того, даже на современной модульной котельной присутствует часть тяжелого ручного труда. Вручную загружаем лопаты, кувалду, колем уголь. По технологии, конечно, должна быть дробилка, но таковой у нас нет. Ну, приходится, конечно, поработать и ломом, и кувалдой. Ну ничего, фитнес. По мнению Татьяны Леонидовны, женщины справятся с любой работой. И где женщина работает, там порядка больше. К этому я могу добавить только, что женщина всегда остается женщиной, даже если ее рабочее место – котельная. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Усть-Нера. Международный женский день – праздник не только весны и цветов. Исторически он знаменует солидарность женщин в борьбе за равноправие. Прекрасный пол вовсе не слабый. Сегодня женщины, оставаясь кормилицами и целительницами, легко покоряют любые трудности. Личным примером это подтверждают героини нашего сюжета – жительницы Алдана. Цветы и конфеты, сугубо женские слабости, являются непременным атрибутом Международного женского дня. Исторически же праздник зародился как День солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами права и эмансипацию. Некоторые историки и социологи называют 8 марта праздником женщин мужественных и сильных. Таковых среди современниц немало. Если бы не было бы нас, не знаем, что бы было вообще на этом свете. Женщины и на работе, и в семье, и везде, во всех буквально ипостасях только она. Владычица морская, земная, небесная и всякая. Издревле женщина была хозяйкой жилища и хранительница очага. Представительницы прекрасного пола остаются кормилицами и зачастую не только для своей семьи. Почти 2,5 десятка лет назад жительница поселка Лебединый Валентина Симон, в то время воспитательница детского сада и мама 2 детей, не предполагала, что станет местным титаном пищевой промышленности. Хлеб, полуфабрикаты, выпечка, торты. Пекарня производит порядка 60 видов вкусностей. Тогда надо было просто выжить вот именно нашей семье, конкретно нашей семье. Муж тогда у меня болел, он у меня инвалид, он болел, и надо было как-то выжить. У нас 2 детей. Дочь у нас в 97 году закончила 10 классов и поехала поступать. Поэтому надо было как-то выходить из положения. Издавна женщина была не только кормилицей, она умела исцелять боль и залечивать раны. Без ее милосердия и навыков сегодня немыслим лечебный процесс. Марина Лобач – перевязочная медсестра хирургического отделения. Обработки, накладывание повязок и бинтование Марина Иннокентьевна делает пациентам как хирургии, так и других отделений. В месяц выходит порядка 400 перевязок. В год их насчитывается около 5000. Знаете, сложных, они, наверное, практически все бывают сложные, но для меня самое сложное – это работа с детьми, потому что они маленькие, мне их очень жалко. Вот. Для меня это очень сложно. Мир эволюционирует быстро. Темп жизни не может не накладывать отпечаток на каждого из нас. Из поколения в поколение женщины, конечно, меняются. Впрочем, неподверженным влиянию остается их начало. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. И к другим темам. Выставка интерьерных кукол открылась в Нерюнгринском театре «Актеры и кукол». На ней представлены авторские куклы и игрушки местных рукодельниц, по 10 работ от каждого мастера. Барби-шкатулки в костюмах, куклы-брошки, вязаные и тряпичные, станут необычным подарком не только для маленьких девочек, но и для женщин любого возраста. Необычные и оригинальные игрушки будут выставлены до 28 апреля, и все желающие могут посетить выставку абсолютно бесплатно.
Почему кукла? Ну, потому что мы театр кукол, во-первых, фестиваль у нас детский для самых маленьких дошколят, и как всем известно, что кукла – это первое увлечение ребенка, и, как показала жизнь, увлечение всей жизни некоторых взрослых. Первый региональный фестиваль, посвященный 210-летию великого русского писателя Николая Гоголя, прошел в селе Балугур Амгинского улуса. Всего на фестивале приняли участие около 200 учащихся из 13 школ. Ребята участвовали в таких конкурсах, как литературно-музыкальные постановки по произведениям писателя, конкурс книжных закладок. А также состязания прошли и среди учителей. Лучшая серия продуктивных знаний. По итогам конкурса литературно-музыкальных постановок абсолютную победу одержали ученики Балугурской школы. Познавание литературного произведения через театр, я думаю, что это будет очень полезным и для детей более доходчивый метод, наверное. Сегодня мы увидели очень интересные костюмы, мы увидели очень интересные декорации, игру актерскую. Очень разные были персонажи, и хочется сказать большое спасибо организаторам. В Якутске пройдет международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования начнутся уже сегодня и пройдут по 10 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф». Турнир приурочен памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Он закончил спортивную карьеру в 1981 году, после чего на протяжении многих лет входил в тренерский штаб сборной СССР, тренировал юниорскую сборную России, работал в Федерации спортивной борьбы России. Переоценить вклад Романа Дмитриева в развитие вольной борьбы в республике, стране и мире невозможно. А в Якутске проходят мастер-классы в поддержку Кубка мира. Их проводят на непривычных площадках, торговых центрах, музеях, кинотеатрах. Воспитанники спортивных школ и профессиональные тренеры в игровой форме учат всех желающих азам вольной борьбы. Помосты их 3 на 3 метра, в 4 раза меньше оригинальных, но не уступают им в качестве. Маленькие тренеры с уважением и осторожностью обращаются со своими подопечными. Акция будет проходить до 15 марта, вплоть до начала Кубка мира. Каждый, кто прошел мини-мастер-класс, получат сертификат об участии. Мы здесь показываем броски, борьбу показываем, чтобы другие дети тоже захотели заниматься борьбой и заниматься, в общем, спортом вообще. При своими приемами со своими напарниками по борьбе. На этом у меня пока все. До встречи в эфире.